Практичную частку выездного пасяджэння з удзелам прадстаўнікоў Мінэканомікі, Камітэта дзяржмаёмасці, бізнесу і выканаўчай улады правялі на прадпрыемствах Брэсцкай вобласці. Гэты рэгіён выбралі з нагоды найбольшай колькасці тут станоўчых прыкладаў укладання інвестыцый. Мы с 12% доли экспорта в 2013 году выросли до 54% по нынешнему году. Мы провели техническое перевооружение, мы поменяли старые станки на новые. Станки Ланати – это как Мерседесы в автомобилях. Мы знаем, какое предприятие было 4 года тому назад. И мы сегодня реально видим, что предприятие поднимается. Поднимается в связи с тем, что грамотный маркетинг, грамотная постановка производства и грамотное вложение инвестиций. Я не к тому, что сегодня государственные предприятия неэффективны. Есть эффективные государственные предприятия, но там, где государство не может, в общем-то, поднять то, что уже сегодня невозможно поднять, надо дать возможность частному бизнесу развиваться, конечно, не мешая ему. Без адваротнай сувязі ніяк, гавораць удзельнікі парламенцкай камісіі. Для таго, каб пісаць эфектыўныя законы для эканомікі, патрэбна вывучэнне і станоўчага, і праблемнага вопыту практыкаў. Найти болевые точки и исправить ситуацию для того, чтобы в дальнейшем исправить то положение в экономике, в котором мы оказались. Для того, чтобы дополнительно создать рабочие места, чтобы сегодня дополнительно шли инвестиции. Ну и, естественно, самое главное, чтобы люди бизнеса не боялись бы вкладывать инвестиции в эти производства. Вот основа. У Брэсцкай вобласці сёння дзейнічае 349 сярэдніх і больш за 10 тысяч малых прадпрыемстваў. Звыш 32 тысяч прадпрымальнікаў. Удзельная вага іх укладу ў бюджэт рэгіёна амаль 33%. Сегодня область готова предложить инвесторам для реализации проектов порядка 112 земельных участков различной площади от 600 квадратных метров до 44 гектаров с различным целевым назначением. В том числе 57 участков предусмотрено под создание промышленных и производственных объектов, 46 под строительство торговых объектов, объектов по оказанию услуг, общественных зданий, 9 под создание гостиниц, объектов придорожного сервиса. Прыватызацыйны патэнцыял у прамысловасці таксама вялікі. У Брэсцкім рэгіёне сёння 250 адкрытых акцыянерных таварыстваў з камунальнай доляй уласнасці. Зрабіць умовы празрыстымі і выгаднымі для ўсіх задача новага законопроекта о приватизации. Мы не делаем различия между иностранными и внутренними инвесторами. Мы хотим, чтобы в первую очередь, и об этом говорят те же немцы, говорят, мы ориентируемся, если вы сами вкладываете в свои проекты деньги, мы придем за вами. Поэтому надо делать общие условия, которые будут устраивать всех. По словах удзельнікаў пасяджэння ў Брэсце, канечная кропка працэса абмеркавання законапраектаў аб інвестыцыях і прыватызацыі. Па яго выніках дакументы будуць адпраўлены на ўзгадненне і ўнесены ў палату прадстаўнікоў. Аліса Грыгарчук, Тыграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».